Калмыцкий фольклор в центре внимания. Программа Петербургского международного экономического форума как никогда обширна. Наравне с обсуждением глобальных тем на полях Всемирного саммита нашлось место и русским сказкам. Именно на них делают ставку современные кинематографисты, считая этот жанр одним из самых коммерчески успешных в последние годы. Теперь возникает лишь потребность в новых сказочных героях, о которых должен узнать большой зритель. И, как утверждают спикеры, многообразие российских регионов, каждый со своей культурой и особенностями, дают киностудиям большой простор для реализации. К примеру, одним из наиболее привлекательных мест для российских режиссеров стала наша республика. Калмыцкие богатыри, мифические птицы, шулмусы, духи ветра и степи – это лишь малая часть богатого калмыцкого фольклора, который было бы интересно представить публике. Самое главное, что на этой сессии состоялось, это выступление продюсера и креативного директора платформы «Кион» Ильи Бурец, который анонсировал заинтересованность платформы «Кион» в калмыцких сказках для того, чтобы экранизировать, либо как-то вплетать в уже существующие сериалы, которые производятся сейчас на платформе «Кион», именно на территории Калмыкии. Что даст республике? Во-первых, это интересный опыт для ребят местных, кто собирается развиваться в кинопроизводстве, в киноиндустрии. Это, конечно же, привлечение туристов наших, съемки в узнаваемых местах Республики Калмыкия. Ну и в целом это экономические плюсы развития и работы с ребейтами и так далее. Конечно же, это реклама Республики Калмыкия как площадки для производства кино, потому что у нас есть все, чтобы это делать. Разговаривали там с Республикой Калмыкия, с Министерством культуры о пятой части, которая могла бы там развиваться, осмысливая мифы и легенды калмыцких сказок. К слову, по словам министра, кинопроизводство в Калмыкии развивается. Уроженцы степного региона работают над российскими блокбастерами и оканчивают ведущие киновузы страны, планируя создавать фильмы с национальным колоритом.